Платить налоги в России обяжут граждан, которые провели в стране 90 дней в году и имеют здесь дом, бизнес и личные контакты. Сейчас, чтобы утратить налоговую связь с Россией, надо провести в стране менее 183 дней. Минфин давно планировал расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами. Теперь такие меры официально вошли в план мероприятий на ближайшие 3 года. Сейчас, чтобы утратить связь с Россией и не платить налоги, достаточно провести в стране менее 183 дней в год. Многие предприниматели пользуются этим, чтобы не отчитываться Федеральной налоговой службе об иностранных активах и не платить налог с нераспределенной прибыли, отмечал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. По его словам, одна из причин ужесточения условий, чтобы наши бизнесмены, которые в одно время убежали на Запад, к нам возвращались, отметил он. Теперь минимальный срок пребывания в России сократится вдвое, до 90 дней в год. Если человек провел в России больше 3 месяцев, он автоматически будет считаться налоговым резидентом. Но даже если гражданин находится в России менее 90 дней, он все равно будет считаться налоговым резидентом при наличии, например, недвижимости, экономических и личных связей в России. Правительство хочет обязать госкомпании спецперечня не реже раза в полгода отчитываться о ходе исполнения крупных инвестиционных проектов с общей суммой капитальных вложений более 10 миллиардов рублей. Проект такой директивы представителям интересов государства в советах директоров этих компаний подготовила Минэкономразвития. Документ получил одобрение Минфина. Эти директора дважды в год должны будут ставить перед советом вопрос, есть ли у компании планирующиеся или уже выполняющиеся крупные инвестиционные проекты. Если таковые есть, представители должны будут голосовать за предоставление отчетов об их реализации Росимуществу и Министерству экономического развития. Предполагается, что ведомства будут получать такие отчеты в апреле и в октябре. Требование будет распространяться в том числе на инвестпроекты дочерних предприятий госкомпаний. С 1 октября этого года вступили в силу масштабные законы, принятые в рамках судебной реформы. В частности, отныне представлять интересы сторон в гражданских и арбитражных делах смогут только адвокаты, граждане с высшим юридическим образованием или ученой степенью. Исключение останется только для дел, которые рассматривают районные суды или мировые судьи. Изменения вызовут дополнительные трудности при рассмотрении корпоративных споров, особенно в первое время, считают аналитики. Ведь ранее защищать интересы бизнеса в судах могли специалисты без юридического, но, например, с экономическим образованием. Профессиональное представительство поможет ускорить судебный процесс и повысить его эффективность. Зачастую неквалифицированные лица подают неграмотные заявления, которые увеличивают нагрузку судов. Теперь значительная часть таких исков будет отсечена. На перепись населения в России, которая запланирована на 2020 год, потребуется порядка 33 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава Росстата Павел Малков. По его словам, 6,7 миллиарда понадобится израсходовать на планшеты, при помощи которых будет производиться подсчет. Из этой сметы примерно половина – это фонд оплаты труда. Примерно четверть этой суммы – цифровые технологии. Не планшеты, уточнил Малков. Он предположил, что перепись в последний раз будет проводиться в привычном формате «переписать лично каждого». Мы эту перепись называем одновременно первой цифровой переписью и одновременно последней бумажной переписью в России, уточнил он. Всероссийская перепись населения запланирована на октябрь 2020-го. Первые итоги могут подвести уже к концу года. В ходе переписи граждан не будут спрашивать об уровне их доходов. Для статистики понадобятся только источники доходов. Цель вопросов – выяснить, какие бытовые условия есть у граждан. Предыдущая всероссийская перепись населения состоялась в октябре 2010 года. В ней приняли участие более 141 миллиона человек. Около миллиона россиян отказались отвечать на вопросы. Еще 2,5 миллиона избегали контактов с переписчиками. 3,5 миллиона человек отказались сообщить уровень образования, а 4 миллиона утаили источники средств к существованию. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.